Добрый вечер. Сегодня 15 июня, среда. Это 839-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал ООН дать четкую правовую оценку выборам в Государственную Думу России в Крыму. На совместном брифинге с президентом ОБСЕ Илка Канерва глава украинского парламента отметил, выборы в парламент на оккупированной территории – это насмешка над международным правом. Дипломат в ответ пообещал, давление на агрессора продолжится, а санкции с России не снимут. В сентябре этого года в России проведут выборы в Государственную Думу. Що вкрай важливо, щоб міжнародні організації, в тому числі і ОБСЄ, дали чітку правову оцінку спробам проводити псевдовибори на окупованому Криму. Спільно з усім міжнародним співтовариством ми повинні не допустити цієї наруги над міжнародним правом. Крим був, є і буде українським. І, звичайно, ми обговорили шляхи нашої співпраці надалі по врегулюванні мирного конфлікту і домовились докладати усіх зусиль, щоб шляхом дипломатичним, щоб шляхом переговорів змусити окупаційні війська Путіна вийти з України і повернути суверенітет України над усіма окупованими територіями. Стосовно питання санкцій, я можу лише передбачити та висловити свою думку, що вони продовжуватимуться, і також рішення, які будуть приймати представники Європейського Союзу, вони будуть одностайні. В Ростове на суде по Хизбут-Тахрир допросили тайного свидетеля обвинения. Адвокат Эмиль Курбединов утверждает, что это нарушает российское законодательство, по которому судят крымских мусульман Фирата Сейфуллаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Руслана Зейтуллаева. Ни следствие, ни суд не обосновали необходимость сокрытия личности свидетеля. Его допрашивали через аудиосвязь, голос изменили, хотя был слышен арабский акцент. Закон предусматривает допрос свидетеля без его визуального наблюдения, но не позволяет изменять голос. Допрос велся в режиме рации, то есть не было постоянного непрерывного аудиоэфира. Защита предполагает, что со свидетелем, возможно, кто-то был рядом и подсказывал ответы на вопросы. Были длительные паузы между поставленными вопросами защиты и ответами свидетеля. Курбединов считает, что дело трещит по швам, и юридического обоснования для него нет. Возникают большие сомнения относительно достоверности тех сведений, которые нам рассказал сегодня свидетель. То, что мы прочитали в протоколе допроса в ходе предварительного судебного следствия, досудебного следствия он был допрошен, то, что мы сегодня услышали, это, конечно, разные факты, разные обстоятельства. По каким-то моментам они совпадают, но многие моменты не совпадают. Юридические перспективы здесь однозначны. Это дело должно развалиться уже сейчас, и этих ребят должны отпустить из-под стражи. А то, что это дело политическое, то есть я считаю, что результат предрешен. То есть, скорее всего, их будут признавать виновными, если не произойдет какое-то чудо. Да, и, скорее всего, всеми правдами и неправдами, да, будет обвинительный приговор. Я это исхожу из фактов сначала с досудебного следствия, когда нарушают свои права на защиту и на гласность и так далее, и так далее. И вот до настоящего времени. Вы посмотрите, вроде бы суд так лояльно себя ведет, однако суд пригласил 4 адвокатов по назначению, которые сидят на скамейке запасных. Как это расценивать? Я расцениваю это как давление определенное на защиту и на самих подсудимых. Я гражданам Украины могу только пожелать, чтобы они терпели те испытания, которые постигли их на сегодняшний день, которые и мы проходим. Вот что я могу сказать. И все эти испытания, когда они закончатся, и для них, и для нас. Я не рассчитываю на справедливость суда, я вам это сразу могу сказать. Этот суд будет необъективен, и дальнейшие суды будут необъективны. Это я с уверенностью заявляю, потому что горький опыт моего народа показывает, что это государство на сегодняшний день не соблюдает свое же, скажем так, право, которое у них есть. Сейчас мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. И в связи с этим я бы хотел обратиться к политикам украинским. В Украине гражданское общество довольно долгое время строилось, и оно есть. Его нужно сохранять, и невзирая на то, что сейчас большие трудности для Украины,
нужно его беречь и приумножать. Именно гражданское общество, когда каждый человек услышан и каждый имеет свои права. И они, эти права, соблюдаются. Чайкоза, он тоже оказался за решеткой, к сожалению, по надуманным обстоятельствам. Ну, мы вместе все в одной упряжке, можно сказать, так оказались, и поэтому по этой причине Рифат Чубаров и Миллер помогает нам, чем он может. Во всяком случае, он нас вещает, во всяком случае, это в других регионах, не только Украины, там, Турции, там, Америке, Канаде, я слышал, он ездил, говорили о нас. Присутствие консула, одного, другого, в виде присутствия журналистов, посвящающих эти события, конечно, это поддержка. Между тем, адвокаты, защищавшие Надежду Савченко, Марк Фейгин и Николай Полозов, заявили, что намерены присоединиться к борьбе за освобождение арестованных крымских татар. Об этом Марк Фейгин написал на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что положение заключенных ужасающее. В ближайшие месяцы я намереваюсь приступить к работе по делам крымских татар, положение которых ужасающее. Ждите новостей. Одновременно с началом ряда новых кейсов в Крыму вместе с Николаем Полозовым мы дадим старт международной публичной кампании «Сейв Краймия». Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха едет в Чечню, чтобы повидаться с сыном. Пытки во время следствия привели к нервному истощению Станислава. Некоторое время он не подпускал к себе адвоката. Клых согласился подписать апелляционное заявление, но очень хотел увидеть мать. Она считает, что апелляция не повлияет на решение Кремля. Мать заключенного не верила, что после возвращения Савченко начнется борьба из-за других заключенных. За Надією дуже багато людей стояло. Дуже багато таких впливових людей. От. І тут, мабуть, все-таки яка-то більш політична гра і над усіми ними. Я так думаю. От. Ну так, надія, кажуть, умирає останньою, і я надіюся. Мені так хочеться, бо він, коли не заходить, в яке б він не заходив в судове засідання, і де б він не був, хто б не приходив до його, він кричить одне слово, я ніколи тут не буду. Все, що зараз він може говорити. А там, що вірші читав, от це мені розказують, що на вироку там він і вірші, які то Висоцького читав, які то пісні співав, «Чисті пруди». Він писав мені, оце останній вірш, він мені писав з матір'ю, так писав, що як він в садик ходив, от як він йшов із садика, падав, як у нього витри мама сльози. Суд абсурда. Под таким названием в Киеве открылась фотовыставка о заключенных Кремля. Журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк показал фотографии судебных процессов украинцев в России. На снимках Олег Сенцов, Александр Кольченко, Надежда Савченко, Сергей Литвинов, Николай Карпюк и Станислав Клых. Железные решетки на входе. Только пройдя через них, можно попасть на выставку Антона Наумлюка в Крымском доме. Работы Антона сразу погружают в атмосферу массовых судилищ над украинскими активистами в соседней стране. Тут как ручное управление во всей стране, так и судебная система работает в ручном управлении. Дело Литвинова по факту развалилось, потому что попался вот такой глупый следователь, который просто придумал 40 убитых человек, которых нет ни прописки, то есть их не существовало никогда. Это одно дело. Да? Процесс Карпюка и Клыха точно так же придуманы исторические события. Есть просто отдельные люди, которые по указанию сверху или по собственной инициативе в том числе фабрикуют дела, переписывают историю, то есть приводит к тому, вот что мы видим сейчас на фотографиях. Станислав Клых осужден в Грозном на 22 года. На выставку пришла его племянница Леся. Говорит, очень приятно, что про ее дядю не забывают. Для нас, як для родичів, які опинилися в біді, нам дуже приємно знати, що ми не самі, що нас підтримують. І набагато легше це все переживати, коли знаєш, що можна розраховувати на чиюсь підтримку. І, звичайно, дуже хвилюючі такі відчуття, коли знову це все дивишся і переживаєш по-новому. На снимках все действующие лица процессов, заключенные, их семьи и представители российского правосудия. Корреспондент российского издания «Новая газета» Ольга Мусафирова отмечает, роль журналистов в подобных делах одна из главных. Его работа
очень сильно влияет на восприятие украинским и российским обществом вот этой истории политических заключенных. То есть он, условно говоря, давит на общественное мнение Украины обращается к власти, власть в свою очередь связывается с западными дипломатами, западные дипломаты давят на Кремль, ну и совершаются обмены. Название выставки «Суд абсурда». Она раскрывает всю суть современной судебной системы России. Работы Наумлюка будут выставлять до 22 июня в рамках кампании «Let my people go». Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. А сейчас главная тема выпуска. В Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему реинтеграции временно оккупированного Крыма. Это произошло впервые за 2 года аннексии украинского полуострова. Инициатором выступила межфракционная депутатская группа «Крым». На слушаниях выступали известные политики и общественные деятели, в частности, глава Меджлиса Рифат Чубаров, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев и депутаты от разных фракций. Слушания по деоккупации Крыма длились более 3 часов. В зале было мало народных депутатов и представителей правительства. Еще до начала слушаний заместитель председателя Конгресса крымских татар Ленур Ислямов и Айдар Муждабаев на президиум повесили крымско-татарский флаг. Вице-спикер парламента Оксана Сыроед снова напомнила о том, что у государства нет политики систематической по возвращению Крыма. У нас немає на рівні держави жодного офіційного звіту, який би свідчив про наслідки окупації як такої. Це наша територія, і якщо ми про це не будемо говорити, за нас ніхто цієї правди не скаже. Передовсім кримських татар, про те, що ми досі не маємо системної політики, системного розуміння, як працювати з людьми, які сьогодні є на окупованій території. Адже ми усвідомлюємо, що ця окупація не зможе завершитися за один день. Але ми так само свідомі того, що це є наші люди, які потерпають від окупації, які, можливо, стають вимушеними колаборантами, бо таке життя. Больше всего говорили о ситуации, в которой сейчас находятся на полуострове крымские татары, об арестах и преследованиях, которые сейчас происходят в оккупированном Крыму. Чеканка монет в 10 гривень – це є дуже важливо. Але мені здається, що значно більш важливим є формування на рівні держави комплексної стратегії повернення цієї незаконно окупованої української території. Держава поки що не зовсім серйозно ставиться до всіх аспектів проблем окупованих територій. І мені здається, що одним із основних закликів, який повинен звучати за наслідками цих парламентських слухань, закликів до всіх органів державної влади, він повинен бути сконцентрований на тому, що якнайшвидше повинна бути розроблена загальнодержавна стратегія деокупації Криму і реінтеграції Криму і повернення Криму в Україну. При цьому деколи нам пропонують якісь, на мій погляд, абсолютно фантастичні шляхи повернення української влади на кримську територію на кшталт того, що а давайте ми створимо в Україні якісь чудові економічні умови і Крим сам до нас повернеться. Я впевнений, ми всі однаково любимо Крим, але погодьтеся, що без повернення Криму просто кримсько-татарський народ просто тоді спрямовує до небуття. І тому маємо максимально, і ми на це працюємо, як Меджліс кримсько-татарського народу, маємо максимально тепер просто своєчасно зробити всі ті справи, від якої в майбутньому залежить і доля Криму, і доля кримсько-татарського народу. Не може бути пріоритетів розставлених, по-перше, Донбас, Луганськ, потім Крим. Все має одну мету – відновлення територіальної цілісності України. Єдиний кордон,
єдині санкції. Війна розпочалася з Криму, і війна має завершитися поверненням Криму. Рифат Чубаров также призвал консолидироваться крымско-татарскую общественность на материковой Украине. Ленур Ислямов с трибуны говорил о блокаде Крыма, о крымско-татарском батальоне, а также о национальной автономии. Да, мы заявили о том, что гражданская блокада Крыма прекращена. Мы перешли в юридический статус гражданского формирования АСКЕР, который стоит на границе. Не буду останавливаться сейчас на этом. Мы заявили о том, что мы делаем батальон. Опять же, граждане Украины, опять же, те самые, которым не безразлично. Это вы все вместе с нами. Это граждане, которые не верят, хотя хотелось бы очень нам тоже поверить в такой добровольный, свободный, такой вот свободное освобождение Крыма. Не будет такого, я не верю в это. Пока мы сами не соберемся, так же, как собрались на гражданской блокаде, пока мы не сделаем сами, граждане Украины, там штаб, пока не будем заниматься возвращением и освобождением Крыма, ничего власть отсюда с Киева не сделает. Вот этот флаг, который мы здесь повесили, чтобы висел и напоминал всем депутатам Украины, что Крым – это крымско-татарская автономия в составе Украины, которую надо возвращать. И без Крыма нет Украины. Спасибо большое. За 2 года это первые парламентские слушания о проблемах крымских татар и возвращении Крыма. Еще 3 месяца назад Верховная Рада приняла постановление о проведении таких слушаний. Тогда эту идею поддержали 229 из 322 народных депутатов, которые были в сессионном зале. Наталка Калинка, Эльвина Сейдбулаева, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов. Заман, АТР. Крымско-татарский ресурсный центр вместе с Меджлисом и Национальным фондом демократии создали буклеты со списком политзаключенных и пропавших за период оккупации Крыма. Буклеты отпечатаны на русском и английском языках. Координатор ресурсного центра и член Меджлиса Искендер Бариев отметил, издание планируется распространить среди евродепутатов, международных организаций и западных институтов, занимающихся правами человека, чтобы в очередной раз привлечь внимание к незаконно заключенным в России и оккупированным в Крыму украинским гражданам. А мы в том числе давали выдержки, сюда поместили выдержки либо адвоката, либо самих политзаключенных. И эти выдержки, они четко показывают, что эти люди не виноваты, они не являются преступниками. Это патриоты, патриоты Крыма, патриоты Украины. Ну и второй буклет – это пропавшие без вести и погибшие за весь период оккупации Крыма, именно в Крыму. Большинство переселенцев вынуждены вернуться на неподконтрольную Украине территорию. К таким выводам пришел заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Георгий Тука. По его данным, сейчас на материке постоянно живет 800 тысяч переселенцев, а зарегистрированных 1 миллион 700 тысяч. К такому выводу в министерстве пришли после того, как международные организации проанализировали нагрузки на школы, детсады и роддома в местах регистрации переселенцев. Оценили там изменения статистики смертности и других показателей. Ми мусимо розуміти і про це відверто казати, що приблизно половина людей, це 800 тисяч приблизно, які хотіли жити на території, яка контролюється урядом в великій Україні, вони завдяки бездіяльності як парламенту, так і уряду, всіх гілок влади, до речі, тут немає кому дорікати конкретно. Вони були вимушені повернутися назад. Зовсім не з доброї волі. І досить легко спрогнозувати, за якими відчуттями ці люди вимушені були повертатись на окуповану територію. На этом пока все. После «Заман» крымский вопрос. В гостях у Айдара Муждабаева народный артист Украины Алексей Горбунов. Тот самый майор-особист из кинофильма «Хайтарма». Хорошего вечера. Будьте с нами.